на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте! На календаре четверг, 23 марта. Реки Чувашии постепенно просыпаются. В районе Ядрина еще наблюдается ледостав. На Чебоксарском водохранилище лед уже потемнел. Первые подвижки замечены на Цивиле. А вот Сура в районе Порецкого уже полностью освободилась ото льда. И произошло это гораздо раньше, чем обычно. К примеру, в прошлом году ледоход здесь стартовал 9 апреля. Это видео в своем телеграм-канале разместил глава округа Евгений Лебедев. Прохождению внешних вод реки в районе села ничего не мешает. А вот в Алатыре уровень воды в Суре уже выше неблагоприятных показателей. По данным гидропоста, накануне он достиг отметки в 595 сантиметров. Опасной считается высота в 730 сантиметров. Синоптики обещают в ближайшие дни активное потепление. Напомню, в Алатыре уже направлены дополнительные силы спасателей на случай негативного развития паводковой ситуации. Они регулярно проводят мониторинг возле города, выявляя зоны возможных подтоплений. В этом году в Мариинско-Посадском округе благодаря дорожному нацпроекту капитально отремонтируют мост через реку Большой Аниш. Протяженность объекта 235 метров. Проектом предусмотрен демонтаж конструкции существующего моста. Подрядной организации предстоит выполнить работы по устройству временной объездной дороги. Для пропуска воды будут установлены 7 металлических труб. В рамках проекта на подходах к новому мосту появятся тротуары, водоотвод с очистными сооружениями и наружное освещение. Сдать его в эксплуатацию планируют уже в октябре. Сегодня состоится прямая линия с сити-менеджером Чебоксар. В прямом эфире Денис Спирин ответит на вопросы горожан. Обратиться к главе администрации города можно будет с 10:30 до полудня по телефону 23 50 06. Прямая линия будет транслироваться в сообществах мэрии «Объясняем Чувашская республика» и ЦУР Чувашской республики в соцсети ВКонтакте. Чебоксарская ГЭС и Центральная библиотека имени Гагарина наградили победителей конкурса видеороликов «Сохрани воду», приуроченного ко Дню воды. 65 любителей видео представили на суд жюри 22 ролика. Творческие работы прислали дети и взрослые из Чебоксар, Маргаушского муниципального округа и Тверской области. Ролики снимали как индивидуально, так и семьями и даже целыми коллективами. Победителей определили по 4 номинациям. Самыми активными стали воспитанники детсада с символичным названием «Родничок». Дошколята вместе с родителями подготовили 4 детских ролика и 2 видеосюжета от взрослых. Сегодня мы узнаем, как ГЭС ощущает воду. Жюри также высоко оценило пластилиновый мультфильм ученицы лицея номер 18 Надежды Семеновой «Сохрани воду на нашей планете». В конкурсе видеороликов школьница заняла 1-е место. Похудеть к весне. В чебоксарском зооуголке «Ковчег» морал по кличке Красавчик сбросил рога и стал легче сразу на 10 килограммов. Стоит отметить, что он проделывает это уже в 11-й раз. Сейчас олень чувствует облегчение и незначительный зуд в точках, откуда отпали рога. В это время моралы стараются избегать неприятностей и ведут себя спокойно. К слову, новые рога у них отрастают довольно быстро, примерно до 10 мм в сутки. Сегодня отмечается Международный день ОК. Это одна из самых распространенных аббревиатур в мире, которая к тому же расшифровывается как «все хорошо». Поэтому я вам желаю позитивного настроя на день. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».